что, я полетел. Время уже 6 часов утра, не спал сегодня всю ночь. Получается, меня задержки с рейсом вынуждают перейти сразу на питерское время. Должны были вылетать там в 5 с чем-то, в итоге на 2 часа. И пока вот, ну, надеюсь, дальше не будет. Из-за тумана все переносится. Вон. Самолетом тоже тяжело летать. +1. Можно походить без куртки, без балаклава. Сейчас скоро познакомитесь с моим папой. Уже подъезжает. Не, ну конечно, чуть на улице побудешь, уже и перчатки хочется одеть. Ветер такой пронизывающий. Я пока вправо еду. Ну что, знакомьтесь, Ермаков Александр Сергеевич. Всем привет! Тебе от всех привет, моих зрителей. Многие передавали, друзья мои, Зыковы, тоже тебе большой привет. Едем в Сосновобор сразу. Сосновобор — это, получается, мой родной город. Я там, папа у меня атомщик, там у нас находится атомная электростанция Ленинградская. Вот, и там я закончил школу, вырос, и потом переехал уже в Питер учиться студентом, и там вот уже дальше жил, работал. Мчим по трассе. Да, бывает, конечно, ситуация, когда сбивается весь позитив. Полпути уже проехали, я смотрю, что у меня нет ноутбука. Блин, представляете, я оставил где-то в аэропорту свой ноутбук. У меня там все. Вся моя деятельность, которую я, блин, веду. Мои видео, архив, новые снятые материалы. Я сейчас в шоке. Нереально. Конечно, я надеюсь, что я его сейчас найду где-нибудь там. Вы не представляете, что со мной было. Это была такая паника. Фух, надо как-то, блин, внимательнее быть. Пособранней. Я до сих пор не могу прийти в себя. Сейчас такой довольный, с папой встретился. Поехали в магазин, купил себе 2 пары штанов, там пумовских спортивок, кроссовки. Радостный такой, в машину сел, едем, вау, па, все, домой. Потом раз, я что-то, где ноутбук? И просто, вы не представляете, у меня там все. Ладно, блин, ну, материальная сторона, да, вопроса. Ноутбук, в принципе, хороший. Ну, вот это восстанавливается, а вот материалы, которые там... Просто кучу всего, что я наснимал, еще не успел доделать. Полудоделанный проект, над которым я сидел. В принципе, там личная моя информация всякая. Я просто сейчас... Ну, как так вообще можно было сделать? Такое допустить? И вот когда мне там встали на ходок, его вытащили, на стол положили, я просто... Ну, до сих пор вот в таком состоянии. Ладно, оставлю при себе. Ну все, доехали, 6 вечера где-то. Вот мой дом. Ну, днем еще покажу, сейчас что-то мне и снимать неохота, устал. Сейчас уже по-якутски получается уже сколько? 12. Пора спать. Привет. Ой, привет, Игорек. Привет, привет, сынуля. Привет. Зашел руки помыть, а тут смотрю, наши детские игрушки мама где-то откопала на балконе. Это мы еще маленькие играли в ванной, помню, ванну набирали, с ними плавали. Это папа, по-моему, с Прибалтики привозил. Блин, ничего себе. Прям с детства окунулся, прикольно. Ну так зашел, так вау, это же они, и прям как новенькие. Столько лет прошло. Круто, теперь племяшка играется. Ему ела и Жевала? жевала. Да, ничего себе. И ты даже не морщилась? Нет? Мама его говорит так. Я просто вот так ела. И все, да? Да. Ничего себе. Я так не умею. Я морщусь. Отрубился вчера где-то часов около 9, уже в 8:30. Ну это по питерскому времени. Мама нас балует вкусняхами.
Замороженная клубника, земляника, свои домашние. Ну что, дела по делу, давайте вам немножко город покажу. Сейчас надо поехать покататься. Друзей еще даже не видел никого. Вот такой вот вид с нашего балкона. Ну, летом, конечно, красивее. У нас Соснобор очень зеленый город, на самом деле. Здесь вот зелени очень много по дворам, везде. И город находится на побережье Финского залива. Вот там вот пляж. Тут видно, до него тоже доедем. Вот он, мой двор, в котором я провел свое детство. Тусовались по подвалам. Вот такое на крышах, на чердаках. Ну, непривычно так сразу с правого руля налево пересаживаться, тем более чужая машина еще по. Ну, сейчас мы с вами едем на пирс, на Финский залив. Сейчас посмотрим на море. Вот у нас получается прямо рядом с городом все это. То есть город на берегу, получается, на побережье Финского залива. Где-то здесь у нас будет вечеринка, кстати, новогодняя. Парни взяли билет в этих домиках, что ли, я так понял. Ну, какая-то пати. На Новый год именно. В новогоднюю ночь. Вот наш городской пирс. Вот видите, градильня. Это атомная электростанция, там наша Ленинградская. Родной воздух. Да, клево. Доехал я до Ленинградской атомной электростанции. Это ЛАЭС-2. Там их сейчас третий энергоблок построили, он новый. Он где-то, я еще там где-то вот градильник, который издалека видно, это вот они. Ну, я еще не знаю, как к нему доехать, а вот это старый блок. Ну, мы первый проехали, это второй уже. Место работы моего папы и многих моих друзей. И я уже там где-то стрельну проезжаем, я такой, что-то оборачиваюсь. Я говорю, папа, где ноутбук? У тебя не было ноутбука? Я просто, папа, разворачивайся, я в аэропорт звонить, алло. Мы там еще едем, а нам не развернуться, мы на кайде. Я просто еду, молчу, папа сидит, молчит, он тоже понимает, какой у меня шок. И я сразу такой, я, кстати, поймался на мысли, единственное, что я быстренько с ним смирился и начал уже подстраивать, ну, свои действия так, что я потерял эту штуку, что все, у меня все данные потеряны. Это очень жестко. Нет, это был трэш просто нереальный. Я так просто, я думал, посидею. Куда, Гарик, смотреть? Знакомьтесь, это Вован, Костян, мои кореша. Вот встретились, гуляем. В городе метель такая какая-то поднялась. Парни говорят, ты что, нам с Якутии зиму привез? Сейчас град идет. Радостные у меня деньги, сейчас пошли. А у тебя микрофончика нет? Я слышу? Мне плохо, там ветер дует. Я тоже так подумал, наверное, ветер. Извиняйте за звук, но микрофон я себе еще не придумал. Но это целая система, нужно вешать что-то там на себя. Ну, удобно в моем формате. Ничего не видно, блин. Сейчас у меня на этот случай у меня всегда есть с собой фонарик. Парней посветил, но он слепит, да. Так, ладно, Михон там. Сейчас мы идем к Мише. Мы с ним вообще с первого класса. Миша, Вася, Кривобоковы, мои кореша. Ну, мы с ним уже днем виделись. Здорово еще раз. Знакомьтесь, Михон, качок, здоровяк. Так, все, мы проходим, да? Дети спят уже, да? У него две дочурки у него. Такой вот фото на кухне. Все хорошо. Ладно, мы тут сами потусуемся. Такая вот сегодня прикольная погодка. Время 3 часа ночи по-питерски, так что постепенно перехожу на местное время. Вот вам и питерская погода. Вчера выпал снег, метель. Думал, может подморозит, зимнее что-то будет. А нет, все. Сегодня дождик плюс. На улице плюс 4. Ты уже снимаешь. Так, это мой кум. Знакомьтесь, Роман. И крестник, Ярик. Ярик футболист. Ну дай краба на камеру. Да? Ярик, держи 5. Вот со всеми потихоньку встречаюсь. Да, такая была тема. За одну ночь здесь просто коллапс был в городе. А потом за 2 дня все. Вот все. Здорово! Привет! Знакомься, это Серега, корефан мой. Едем в баньку сейчас на дачу. Погреемся. Гарик, блогер. Блогер тебе, да? Парни угорают надо мной. Ветра нет, вообще тепло. Ну, относительно. То есть можно так без куртки походить, погулять с капюшончиком.
Ну что, добро пожаловать на нашу фазенду. Дачка. Вот это баня. Это у нас дом. Вот садик у нас тут. Блин, конечно, днем надо приехать посмотреть, но завтра, наверное. Ну, посмотрим днем наш участок. Клубники столько, да, папа? Раз, два, три грядки. Ну да. 4. 5 грядок. 5 грядок, да? Там еще одна есть. А сколько вы дом строили? Ты помнишь по времени примерно? Ну, лет получилось. Ну, года 4, наверное. Года 4, да? Вот потихонечку сруб сначала, потом обшивать, да, вот все это. Сразу-то денег не найдешь столько, да, чтобы все это. А баня года 3 у нас ушло, да, тоже? Не, Два. Баня быстрее. Быстрее, да? 2 года. Ну там же каркас, она каркасная, А, да, там же утепление. не брус. Считай, за год сделали. За год, да? Ага. Нормально. Сад вот у нас тут есть. Раньше здесь было просто болото, его осушили, навезли земли. Вместо дома у нас просто был вагончик строительный. И вот так вот у нас много-много лет было, все 90-е. Вот, на самом деле спаслись тем, что мама с папой очень любят вот землю, огороды, все это. У нас корни-то крестьянские, что по папиной, что по маминой линии. И вот землей они умеют работать, и вот все это выращивать. И вот когда были 90-е годы, когда вообще голодали, вот, ну, у нас, по крайней мере, не было проблем с питанием сильных, потому что было все свое. Ну, много чего свое. Мама банки закрыла, вот теплица, там помидоры у мамы. Голодными, спасибо маме с папой, мы никогда не были. Как бы сложно ни было. Вот тепличка. Баня. Вот построили баню. И рядом с ней еще сарайчик такой. Пойдем греться. Начнем. Так, соточка есть. И здесь тепло. Видишь, вот такие вот лампы у нас. Хорошо греет инфракрасный. Вот тут можно отдохнуть. Душевая кабина и парилка. Мое любимое место. Сейчас попаримся. А что, воды нет, что ли? Нет, ну на зиму же сливает папа всю систему. Поэтому моемся из баклашек. Подошел Михон. Здорово. Че, расскажи, Миша у нас чемпион по чему там у тебя? Ты что занял второе место? Ну, спорт пауэрлифтинг, да. Там отдельно идут номинации. Значит, я в жиме лежа, софт-экипировка. Дали звание элита России и побил рекорд мира в жиме лежа 150 килограмм. Прикинь, да? На количество повторений 58 раз. Охренеть. Софт-экипировки. Сколько ты готовился, получается, с мая ты начал, да? С мая полгода готовился. 4 соревнований, 2 Кубка России, 2 чемпионата. Ну, в общем, выполнил мастера спорта, элиту России еще раз. Занял места первое, второе. На чемпионате мира второе. Вот так вот, такие вот у меня спорт. кореша, да. Приходите в спорт, Спорт не пейте сила. пиво. Да. Чаечек, бутербродики. У меня, в принципе, как бы... Ты же в школе Вы же еще пошли был. первый в крепыш, зал. да. Вы же пошли первый в зал. А я уже за ними пришел, они там уже... Мы с Васей с Васьком потом качали. с братом пошли в зал, это вдвоем мы там. 14 лет нам было, да? 14-15 Да, такое да, там. да. Дрищи такие два там. Раскачиваются. А Миша ходил уже качок такой, еще не ходил Ну, никуда. да. Потом, что вы там, парни, ходите куда-то? Ну-ка я с вами Нет, ты помнишь, покажу. как Васька вытянула качалку? Он, короче, пришел в качалку, но сутулый был нереально. Выходил уже там через год из зала, он вот такой, знаешь, там... Да, нормально? Нормально. Физурки спрятали? Я спрятал. Ладно, все, сидим греемся. А чего подавать-то будем? Сейчас посидим, погреемся и подадим. Так, у нас пополнение. Колян, Костян. Заходите, парни. Миша утомился, все, разморил тебя. Последний день 19 года, 31 декабря. Хочется спокойно выдохнуть, покататься, поснимать город, показать и что-то саму посмотреть, вспомнить. Но что-то как-то не успеть. И сон такой до сих пор. Просыпаюсь среди ночи, потом не заснуть. 31 декабря, 5 часов вечера. Где надо проводить подготовку к Новому году. Помимо кухни, магазинов и так далее. Пытаюсь все успеть. Правда, не успеваю к друзьям, ко всем попасть пока что. Но еще время есть, постараюсь. Такой вот тут крутой комплекс построили. Бесплатно для всех. Куча тренажеров. Здесь еще вон туда вот. Время 9 вечера, пока катаюсь по друзьям, уехал в деревню Шепелево. Она, ну, минут 15 езды на машине. Я тут много времени с ребятами провел раньше, летом постоянно отдыхали, тусили. Родная мне стала. Здорово, здорово. Красава. Нормально? Добрался, привет. Фига у вас домина тут. Это Яна здесь живет, да? Да. Я Александрюха.
Офигеть, отстроили. Ладно, пойдемте с Яной, с Андрюхой поздороваемся. Здравствуйте, всех наступающим, привет. Привет, с наступающим. Ваши детки выросли, да, так уже? Да. Офигеть. Здрасте, здрасте. Здорово. Андрей. Игорь. Вот Джонни, корешак мой хочет. Николас, привет из Ленинградской области, из Санкт-Петербурга. Всех с Новым годом. Всем здоровья. Гоша? О, это же здоровый вот этот. Да, Жако. Ладно, ладно, ладно. Все, ухожу, все. Что ты сразу, ничего себе. Сейчас посмотрим летнюю веранду. Да, мы действительно самовар, кстати, тоже на углях. Мы его топим. А так все. Тут же вот затопить, Там там можно, теплынь, да? здесь можно коптить, да, вообще шикарно. Блин, Рыба, печка мясо. прикольная. Там просто дрова, это печка. Мой фанат смотрит постоянно мои ролики. Не фанат, а еще и друг Да. с детства. В первую очередь друг детства, а потом стал фанатом. Ладно, давай автомат вырублю тут. Опа. Как всегда, всем веком пытаюсь везде успеть. Такая усталость уже, время 10. А по-якутски время уже 4 часа ночи, спать уже хочется. Ну, вроде Новый год, надо погулять. Ну, немножко повидался с друзьями, но не со всеми. Уже время 11:30, сейчас уже бегу домой. С родными встретить Новый год. Но что-то, если честно, спать охота уже. Ничего не хочется. По идее, мы там гулять собрались, еще на елку там. Без 5:12. Готовы к встречанию Нового года? Да, давай. Моя любимая елочка. С дедушкой хочу. Всех с Новым годом. Игорь, Ты написал желание? не мешай. Пиши. Мое желание уместится на эту маленькую полоску. Пожелаем друг другу и нашей родине. Васюленька, с Новым годом тебя. И процветания. Золото. С новым 2020 годом. Все, давай. Да я же не хочу шампанское. Ну ты возьми. Я пригублю, ладно. Давайте, с Новым годом. Давай. Я Улыбнитесь. только начал. Эй, улыбнитесь. Куда? Куда нажимать? Куда? Ничего не нажимай, оно снимает. Мне нужен новый. Привет, Васюленька. Надо все улыбнуться. Давай, улыбнемся. Продолжаем. Васек, здорово. С Новым годом. Гарик. Передай всем привет. Это Васек. Брат, привет. брат Миши родной. С 1 класса за одной партой вместе. И с ними, с Мишей, по очереди, да, вы с вами сидели? По очереди. Выбирали. Всем большой привет. Ладно. Ну что, мы опять на берегу Финского залива находимся, на пирсе. Собрались на тусовку, да? Как это? Гавайи называется, да? Пойдем тусить. Пойдем. Сейчас время уже 4 часа дня, 1 число. Еду в Питер к ребятам на дачу. Иду в метро, давненько я в метро не катался. Сейчас прокатимся. Приехал вот на маршрутке, часа полтора ехал до Питера. А потом мне сейчас нужно ехать на Просвещение на метро и там еще на другой маршрутке найти ее. Еще на ней добираться. Прям вот вспоминаю все эти моменты. Конечно, есть ностальгия. Раньше, например, когда видел пустой эскалатор, я бежал, разминался все время. Веселуха, простоял 1,5 часа на остановке, промерз. Ждал автобуса и походу их отменили, не знаю, на сегодня. В итоге так и не приехал. Вызвал такси 1100. Знакомьтесь, Санек. Всем привет. Самый крутой чел у нас в компании. Работаем потихонечку. Лютый. Будьте молодцами в этом году. Привет вам от Дедушки Мороза из Питера. Вспоминали сегодня как раз наш корпоратив, как мы жгли со сцены.
Мы в свое время играли на сцене, я сидел на барабанах. Взрывали залы, кстати. Санечек читал рыбчину. Собственно, написание. И мы тогда выиграли же, да? Ну, поехали. Кубок был наш. Опа, она, Вадим, и ты тут. Здорово! Малый пап взрослел. Та-та-та-та. А я так, а теперь тихо ребенок спит. Это же известный блогер. Я думал, тебя нету здесь. Почему такое? Про тебя не сказали. Что все, так это его камера. Игорек, раздевайся, проходи. Неужели? Можешь поснимать немного, Дима. Ну все. У тебя есть второй канал? Ну все, До завтра. Ну сегодня мы прощаемся с вами. Я остаюсь со своими друзьями наедине. Нет, ну что прощаться? Давай, чокнись. Давай. Ну ладно, посмотрим. О, ты не разбил мне ничего. Для всех зрителей Игоревского канала мы, честно, его очень-очень сильно ждали, и мы его очень сильно любим. Игорь же теперь это блогер, мы все должны снимать. Так, ну-ка давай вспомним, что там у нас с аккордами. Как будто не расставались, да, вот открою и увижу пред собою небо голубое, а в небе птицы. Одену свои кеды и побегу за хлебом, и буду видеть счастливые лица. Я Растамана узнаю издалека. Какая песня? Ванесса спела? Вышли на прогулку. Что вы такие неблагословные сегодня? Северная природа. Мы на севере Питера находимся. Здесь такая природа. А сколько мы километров, кстати, находимся от Питера? Как 30 километров, да, от Питера? Вот. 30 километров на север Питера. Лед у нас есть, да? А это Шанхай. Моя банда. Представляете, вот это дом Михаила Боярского, оказывается. Такие вот тут соседи. Ну не дом, дача. Ну дача, да. Приходит весна, да, почки распускаются. Речка. Блин, льда вообще нет на воде. Прикольно. Это мое родное. Купаться будешь? И солнышко. Да полотенце же не взяли. Глушители. Да, на озере лед уже все-таки стоит. Заходи, Димон. Все? А потом я делаю туда вот так. И в видео вставляю вот этот кадр. Я так научился. Что, доехал Киря до нас. У меня презент тебе. Презент? Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Ну-ка, давай посмотрим, что там. Ну маленький, но из моего любимого раздела. Спасибо, спасибо. Ты знаешь, чем уважить красиво. Ну что, пару дней отдохнули хорошо. Время 12, сегодня у нас 3 января. Сейчас едем уже по домам. Погода, конечно, вон пасмурная все. Снег-то выпадет, растает, то выпадет, растает. Сейчас плюс 5 опять. Тепло. Ну все равно приятно свежим таким воздухом подышать за городом. Круто. Надо план составить действий. Мне надо очень много с кем увидеться.
успеть. Сейчас я, получается, еду со сноубора обратно к родителям. Беру машину и 4-го еду уже в Питер кататься со всеми, встречаться.